5 лет назад были созданы специализированные межрайонные административные суды, в том числе и в городе Семей. Для нашего города это стало значимым событием, поскольку в 2021 году наш город не являлся областным центром, и жители населения нашего города и ближайших районов вынуждены были ехать в город Усть-Каменогорск. Первое время было скептическое отношение к административной юстиции. Юристы не все брались за дела, поскольку не знали, как сложится судебная практика. Однако принятие административно-процессуального кодекса и тех важнейших принципов, которые были заложены в нем, изменили подход при рассмотрении споров государственными органами. Следует отметить, процент удовлетворяемости вынесенных решений значительно вырос. В первый год он составил чуть более 50%. И по мнению экспертов, данный процент должен был уменьшаться. Однако за первое полугодие 2026 года с массой области Абай процент удовлетворенных решений составил более 60%. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что государственные органы не перестроили подходы при проведении административных процедур. За 5 лет судом были защищены и восстановлены права инвалидов, многодетных матерей, детей-сирот, пенсионеров, разрешены земельные споры, которые годами не могли получить ответы от местных исполнительных. Я воспитанник детского дома. Нас, получается, в 2007 году поставили на очередь. Меня с братом. Получается, в 2014 году нам выдали квартиру. Точнее, брату выдали. Одну комнатную квартиру. И потом я обращался в госорганы, почему так. И ответ был один, вам так положено. И потом в 2024 году я обратился в СМАС области Абай. То, что мои права нарушены. Как бы уже 17 лет прошло, СМАС области Абай помог мне составить иск. И по решению суда мне дали в 2025 году квартиру. Хочу выразить благодарность судье СМАС области Абай. Халықтың, қарапайым халықтың жағдайын ойластырып, қарастырып, заң жүзінде көмек көрсету үшін келіп отырмыз. Бостандық талапкерлерге көмектесіп, соның қамын ойлайық деп сотқа жүгіріп отырмыз. Енді көп рахмет. 2007 жылы шеретке тұрып, жер алу, үй салу үшін осы уақытқа дейін орындалған жоқ. Ал алдын кейіннен шеретке тұрып тіркелгендер, олар өзінің құқықтарын пайдаланып алып кетті жер телімін үй салуға. Сондықтан көп тағы да қайталап айтамыз, рахмет сотқа, халықтың жағдайын ойлап, қарастырып, заңдастырып, акиматқа негізгі сот шешімімен тапсырма беріп, жер құқығын қазіргі уақытта 3 жылға жалға беруге шешілді. Сот бәрін қарап, талдап, шешіп, заң жүзінде бәрі дұрыс шешіліп жатыр. Сондықтан сотқа сенім артамыз көп-көп. В преддверии 5-летия административной юстиции Республики Казахстан мне прежде всего с этим событием хотелось бы поздравить наших граждан, поскольку очевидным является то, что за 5 лет работы административные суды кардинально изменили баланс сил. Если ранее в спорах с государственными органами они разрешались в их пользу, то за последние 5 лет каждый второй иск в споре с государственными органами разрешается административными судами в пользу простых граждан. Одним из таких споров является спор моего доверителя, являющегося инвалидом первой группы, с Департаментом комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по области Абай и НАО Государственной корпорации правительства для граждан. Суть спора заключалась в том, что при отсутствии оснований и наличии неотмененных решений государственного органа о назначении инвалиду специального государственного пособия по заболеванию, связанному с воздействием ионизирующих излучений, ответчиками было принято решение об изменении суммы ранее выплаченных ему пособий и направлено требование о возврате пособия за 2 года в сумму более 500 тысяч тенге. В результате судебного разбирательства при активной роли суда между сторонами было заключено соглашение об урегулировании спора в порядке судебной медиации. Благодаря суду права и законные интересы инвалида были защищены и полностью восстановлены. В преддверии 5-летия административной юстиции в Казахстане хочу поздравить всех с этой знаменательной датой. За эти 5 лет сделано очень много. Созданы специализированные административные суды. Принят административно-процедурно-процессуальный кодекс, который совершенствуется в ходе его применения. Впервые по ПК РК отведена активная роль судам, а также введена презумпция виновности государственных органов
которая в случае возникновения спора обязывает государственные органы доказывать обоснованность принятых им решений и совершенных действий. Также АППК на законодательном уровне закреплено единообразие административных процедур и административных актов, что дисциплинирует и систематизирует работу государственных органов.